убогими хрущевскими пятиэтажками спряталась история уездного Царицына. Генеральный план, высочайше утвержденный Александром I в 1820 году, опоздал почти на 50 лет, поскольку регулярные планы губернских уездных городов России стали появляться еще при Екатерине Великой с 1770-х годов. Здесь, в Зацарицынской части, улицам, параллельным Волге, были даны названия, начинающиеся с буквы «К» – Каширская, Княгининская, Ковровская, Козловская, Космодемьянская. Наша же городская история посвящена сегодня Клинской улице, которая, кстати, вела к Крестовоздвиженской церкви на Сенной площади. Но в 60-е и 80-е годы 20 века перестала быть нужна городу и постепенно превратилась в пунктир из зданий, построенных в 19-м, начале 20 века. Вот и первый кусочек истории Царицына. Купеческий особняк с достаточно типичной царицынской архитектурой, кирпичный, со всеми необходимыми и типичными элементами, которые применялись во второй половине 19-го, в начале 20 века. Самое интересное, что мы с вами как бы перенеслись из века 19 в начало 20-го, даже в первую четверть 20 века. Потому что с левой стороны у нас изумительный образец здания, которое построено на стыке модерна и неоклассики где-то в 1914-1916 годах. А с правой стороны редчайший образец жилого здания эпохи конструктивизма. У него даже сохранилась дата 1928 год. Мы с вами перешли в следующий участок Клинской улицы, но прежде чем я покажу вам три дома, два из которых даже сохранили имена, я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот участок, где стоят скромные двухэтажные дома середины 50-х годов. И вот это здание поликлиники. Оказывается, в 50-е, 60-е годы, когда улица по существу утратила свое транспортное значение, тем не менее дома продолжали ставиться по красным линиям этой улицы. Вот это вот дом купца Жукова, доходный дом. Он и тогда, и в 19 веке был жилым, и сегодня. Это достаточно такой типичный пример достаточно дешевого жилья, потому что кирпичным, собственно, являлся фасад, который выходил на Клинскую улицу. Все остальное было выполнено в дереве. И вот здесь была деревянная лестница, от нее сохранилась вот эта вот террасочка, из которой двери ведут в квартиры второго этажа. Это типичный прием, однако он оказался очень живучим даже в годы Великой Отечественной войны. Доказательством служит тот факт, что следующий дом, дом извозчика Гончарова, построенный в 80-е годы 19 века, полностью деревянный, на каменных низах, не просто сохранился, он сохранил всю свою планировочную структуру, он сохранил отделку фасадов, наличники, вот этот резной фриз. По существу мы имеем дело с совершенно уникальным зданием для Царицына, для Сталинграда, который пережил не только годы Сталинградской битвы, но и бомбардировку 23 августа 1942 года. И с небольшим разрывом от него идет еще один купеческий дом, который сейчас находится на реставрации. Он уже чисто каменный. Таким образом, вот на этом небольшом отрезке мы имеем три здания, построенные по разным строительным системам, но прекрасно уживающимся друг с другом, каждый из которых сохранил свои неповторимые черты в отделке.
Дом купца Амирханова – это вообще для Царицына потрясающий сохранившийся комплекс. Во-первых, это главное здание самого купца Амирханова. Два лабаза, один из которых сохранился вот здесь, вот на Клинской улице, да вот это маленькое одноэтажное желтенькое здание, а другое абсолютно аналогичное по архитектуре со стороны нынешней улицы Огарева. Тогда она называлась в дополотновской части, так же, как сегодня в заполотновской Елецкая улица. И вот этот вот огромный участок, на котором располагалась медресе. То есть это был такой своего рода мусульманский центр старого Царицына. А на пересечении нынешних улиц Елецкой и Козловской располагалась Царицынская соборная мечеть. Последний отрезок Клинской улицы расположен вот здесь, между улицами Огарева, Елецкой, и Баррикадной, Липецкой. Он состоит, в принципе, всего из двух зданий, которые объединены в единый комплекс. Это здание УВД, красное здание – это гостиница УВД. Никаких особых имен по этим зданиям сказать, к сожалению, сегодня мы не можем. Они мало исследованы. Можно единственное сказать, что красное здание – это комплекс купеческих зданий, принадлежавших одному или двум владельцам. По существу там сохранился как бы даже кусочек квартала между Клинской и Ковровскими улицами. Опять-таки, очень хороший образец царицынской красно-кирпичной архитектуры со всеми необходимыми элементами ордерной системы периода эклектики, со всеми элементами, которые присущи царицынской красно-кирпичной архитектуре. Собственно, здесь мы и заканчиваем наш рассказ о Клинской улице. Сейчас она упирается вот в это мрачное здание на противоположной стороне Баррикадной улицы. А в Царицыне там начиналось огромное открытое пространство Сенной площади, посреди которой стоял Крестовоздвиженский храм, который, собственно, и не сохранился до сегодняшнего дня, но сохранил Крестовоздвиженской церкви. Конечно, это будет отдельная городская история. А сегодня здесь мы заканчиваем наш рассказ о Клинской улице.